Дорогие друзья, сегодня мы находимся в гостях на даче у уважаемой Александры Егоровны Даниловой. Это великая труженица, она более 40 лет занимается огородничеством. И вот сегодня все, что на столе, это приготовлено ее руками и из ее урожая. Александра Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы приготовили сегодня? Я сегодня приготовила кабачки фаршированные и из ботвы свеклы котлеты. Два вида. Ну, сейчас очень модно такие блюда. В этом году особенно кабачки модно стало. А свеклу я научилась у Рубальской поэтессы. Она там в 2012 году в Москве первый год она сделала. И так и научилась, и сделала. И постоянно я делаю, каждый год. Да, вы любите творчество Рубальской. Да, вот, да. Да, и поете ее песни. Ну, я ее песни, якутские песни пою, Далана. И там нынче я научилась петь по-турецки научилась. По-турецки даже? По-турецки, да. Вот в этом это году да. я спела. Вот интересно, ваши котлеты из ботвы свекольной, Да. что нужно добавить? Вот расскажите прям в двух словах, как это сделать. Чтобы из ботвы свеклы сделать котлеты, надо ботвы резать на мелкие куски, потом там добавить 3 яйца, соль и немножко перчика черного. Ну, кто любит. Мы любим перец черный, так что без перца не можем. Так что я всегда добавляю перец. И все. Ее делаешь, муку добавляешь. Там не надо ничего добавлять. Ни молоко, ничего. Только на 3 яйца. Муку на глаз, чтобы не такой крутой, а такой не жиденький, а такой средненький. И стряпаю, как оладьи. Сделала оладюшки, и между этими мы положили сливки. Купила сливки, и они у меня как котлеты стали. Можно, да, попробовать? Можно попробовать. Вот, да. маленькая. Ой, смотрите, она такая пышненькая. Да. Вот это вот между оладушка. ними сливки. Ага, и между ними сливки. То есть, как бы, получается, 2 оладушки соединили и вот со сливочками. Ну, Сейчас мы... Да. Ее можно как котлеты, ее можно как оладьи. Люди говорят, что котлеты. Они как Слушайте, мясо, на мясо похожи. Они похожи, как будто это мясные котлеты. Да. Это очень странно. Да. Здесь нет мяса? Нету мяса. Ничего себе. Ничего нету, кроме С ума ботвы. сойти. Кроме ботвы свекольной ничего нет, да? Да. Вот это да. Слушайте, а почему многие люди выбрасывают эту ботву? Да, не надо выбрасывать. Не надо Это выбрасывать. диабетикам очень хорошо. М. Следующее блюдо, нынче очень модно в этом году, блинчики из кабачков. Там только опять 3 яйца, 250, можно 300, молоко, там ингредиенты, там соль и немножко, пол чайной ложки соды. Вот примешиваешь и немножко добавляешь муку. И опять же, как оладюшки. Вообще классно. Посмотрите, Да. вот она такая пористая. Она такая толстенькая оладушка. И опять-таки тоже со сливками, да? Да, тоже Сливки это сливками. наши, якутские. Да. Вот. Да. Я думаю, что у меня нет сомнений, что это очень вкусно и классно. Да. Вот. А здесь я сделала мясо с рисом, фаршировала. Вот здесь вот, да? Да, мясо с рисом. Ну, мясо я А вот это сделала вот с обычные сахатином. блинчики, да? А? Обычные блинчики. Обычные блинчики. А сахатина откуда? Сахатина я сохранила ларе от зимы. И Сами там ходили? у На Сахатова. меня зять Иннокентий Ясно. охотник. Молодец, он зять. у меня это самое угостил, я сохранила до сих пор. В ларе. Ну, это вот наши особенности такие. То есть летом мы храним, зима у нас в ларе, ну а зимой зима у нас на улице. Да. Погода нас радует и дождичком, и солнышком. В общем, сегодня вот такой вот день очень хороший, чудесный. И в это время все начинают уборку, так или иначе, уборку своего урожая. Потому что ночью у нас стали
Очень прохладная. холодно, да. Да, почти Холодно. минусовая температура. Да. У вас здесь в Хатасах как Ну, температура? мне тоже так же, вот я не думала, так у меня на днях будет заморозки. Она у меня там кабачки все погубила. Ага, мне просто жалко, такие красивые листья были. Я хотела, конечно, вам показать. То есть замерзли, да, кабачки? Замерзли. Ой, как они, жалко. Они у меня, ну, все равно растут. Я их закрываю вечером, и они потихонечку растут. Сейчас вы будете снимать капусту. Да. Что за сорт? Да, этот сорт я посадила слабо. Мгм. Ну, некоторые то июньские были, мы уже съели. Мне только остался слава. Сейчас я это отрубаю. Лишние листья, да? Ой-ой. Вот. Все. Вот эти листья, они не нужны никому. Так что это самое невыгодно, они остаются, конечно, для А корм. их никуда невозможно, там это коровам только подкорм, Да, это только Или коровам. курам, да? Ага, их нельзя кушать, потому что невозможно. Я, конечно, опыт сделала, но не получилось. Они очень грубые. Тяжело их это отрубать. Но вы все равно такая ловкая. Ну, я человек такой рабочий класс. Ага. Всю жизнь работал в торговле, в медицине, отличник здравоохранения, отличник торговли. Мне дали ветеран труда. Ну, все. Вот у нас получилось Вот у нас получилось. пока два кочана. Да. А так вот, что вы с ними будете делать, с этими кочанами? Ну, Я- соберете капусту, это на засолку или как? Нет, я их тушу, Мгм. и это самое, опять же, типа оладьи делаю. Тоже нынче буду делать. Мгм. Ага. Очень хороший там рецепт у меня есть. Дорогие друзья, ну вот сейчас мы посмотрим, как растет у нашей героини свекла. Свекла у меня очень хорошо растут, но нынче, может, не свекольный год, может, я не знаю, нынче они у меня, ну, так, средние, мелкие и средние. А так они у меня растут, как это самое, как голова ребенка. В прошлом году даже моя сдавала в магазин, подруга продавала. Нынче свекла не очень, не очень, конечно. Вы прям в земле, да? В То есть земле, у вас не да. грядки, а у вас прям в земле. Это поделитесь опытом, как вам удалось, смотрите, у вас сорняков очень мало, ну, Да. тем не менее, кругом трава. Да. Как удается содержать, так сказать, ваш вот, Вот это такой да. огород? Ага. Короче, это самое свекла очень хорошо растут. Они любят воду. Ну, конечно, вот я в Хабаровску нынче улетела на 15 дней. Там не очень-то полили мои это самое домочадцы, так что у меня, ну, мелкие. Могу Свеколочка. показать вам. Свеколочка мелкая нынче, да, у вас? Мелкая. У меня вообще как Ну ничего маленькая, себе мелкая. мелкая. Она обычно крупная у вас бывает, да? У меня как бывает, как это, Но если она у детская вас... голова. В прошлом О, году я даже Боже. магазин сдавала. Что за Свекла. сорт? Это сорт красный называется. Я посадила это самый цилиндр, но цилиндр нынче что-то не росли. Только вот красные эти росли. Ну ничего, они тоже не очень. Столовая красная свекла. да, это Как садить вкусные. свеклу? Как за ней ухаживать? Да, вот свеклу очень проще. Ее хорошенько посадить, где-то сантиметров 10, они отрастут, видишь, как вот какой уже, 10 сантиметров, почти 10, да? Ну, 8 есть, наверное, 8. И нормально растут, только их надо хорошенько поливать. Я люблю растить как называется, кабачки. Ну, сейчас пойдем посмотрим, может, найдем там 1-2 кабачка. Вы их подкармливаете чем-то, грядочку со свеклой? Ой, я там коровы эти. Навозом Навозом, коровьим? Да, Мгм. коровья. Мгм. У нас А как здесь- разводите? Это свежий он должен Да. быть или какой-то старый, Я ее отлежавшийся? нахожу, развожу тазики, один стеклянку
800-граммовый или 800 литровый. граммовый. Ее наливаю 10 На ведро. литров воды, Мгм. 10 литров воды И поливка. поливаю. Мгм. Они очень хорошо, они очень любят, очень хорошо Воспринимают это, да? воспринимают и растут. Мгм. Так, Здесь у вас грядочка, где расположились кабачки. да. Мгм. Здесь кабачки. Очень красивые у меня эти были. Листья. Листья позавчера. Ну, сегодня ночью вот Заморозки ударили. ударили. Мгм. Вот жалко прямо. Да, Жалко. листья все пожухли, Да. бедненькие. Но, Ну, смотрите, ну, вот вы с таким опытом, 40-летним, да, огородника, нужно бояться такой вещи? Или все-таки вот там же у вас есть еще плодик, он еще поднальется или нет? Я думаю, я буду закрывать каждый вечер. Они, думаю, будут. Я еще вот... Еще поднальются, да? Вот 5 Мгм. штук вот здесь у меня еще М. вот растет. А вот они малютки, совсем маленькие, ага, да, и совсем то есть есть маленькие. надежда, что они Ага, вырастут. Да, а это уже можно, мне кажется, убрать. Мгм. Убрать. Еще вот один растет. Ну, я Мгм. надеюсь, если я закрывать буду, они... Мгм. Уже по ночам заморозки, уже днем не такая жаркая погода, как, допустим, ну, конечно, в августе, все-таки сентябрь на дворе. Поливать нужно или нет наш огород? Поливать надо посмотреть, там есть вода или нет. Ну, суховато, значит, поливать. Это где-то день через 2. Мгм. Но может, все-таки 3. поливать, да? Поливать Все-таки надо. поливать. Надо А чем поливать. будете накрывать ваши кабачки? Я его закрываю пленкой, вон они у меня лежат. Мгм. И этого скатерть старая его закрываю. Ну, в Но общем, они- что есть под что рукой, как да. говорится, можно использовать как укрывочный материал. Да. Главное сохранить тепло. Да. За день земля как-никак прогревается, Да. ну да, ну вот как-то, если вот как-то так подумать. И ночью за счет вот этой теплоты земли и как-то вот скученности и то, что вот все укрыто, ну как-то более-менее растения могут пережить вот этот заморозок, да, Да, низкие да. температуры. Вот потому я и закрываю. Мгм. На бабе Хорошее бабье лето. 10 дней хотя бы я их от них что-нибудь возьму. Почему Говорят, у вас хороший урожай? Потому что, чтобы там серба, надо землей заниматься. Песок, болбах, коровий навоз надо взять. За 5 лет вы ничего не будете. Потом пятый год вы уже покупаете тоже болбах, тоже заново. И Все это вносим Да, в нашу землю, да, удобряем ее, обогащаем всеми вот этими полезными свойствами, необходимыми для земледелия. Ну, это все нам позволяет вот как раз-таки коровий навоз. Ну, у нас называется это болбах. болбах. И раз в 5 лет эта процедура Да, должна раз в 5 производиться. лет обязательно. Мгм. Вот нынче я уже все, пока последний год только создаю, на следующий год все по-новому буду. То есть вам нужно уже, как Уже говорится, немножечко... обновить. Картошка ваша, как картошка Ой, поживает? картошка, видишь, как Мгм. все там заморозки все съела. Мгм. Да. Ну, картошку, удалось вам собрать картошку? Картошку собираем, вон кушаем уже. Вы едите, да? Вы уже едим. Ага. Что за сорт картошки у вас? Сорт я точно хорошо не знаю, потому что от себя оставляю и это самое. Каждый год у вас, Каждый да? год, да. М. У меня вот нынче голубника. Почему-то Ой, это обратите сам- внимание, да, друзья, голубника. рядышком с картошкой у нашей героини растет клубника. Клубника у вас какая? Она усиками размножается Да. или кустиками, или как вот? Ну, в смысле, Так, имеете в виду, да. вы рассаду делаете? Да, да. Это кустиками. Видишь, как уже все. Скоро она будет красная, красивая. Мгм. Ну, почему-то второй раз свела. М. Это, как говорят, когда якуты второй раз цветет что-то, значит, осень будет длиться. Но будем верить, да, Да, народной бу- примете. Будем надеяться, что сентябрь все-таки нас порадует какими-то вот, хорошими, теплыми деньками. Ага. Ну, сейчас сладкий перец будем смотреть. Мгм. Сладкий перец у меня почему-то сегодня, в этом году очень поздно растет. Мгм. Ну, она все равно что-то растет. Ну, просто Мгм. мне ее жалко, но ее просто закрываю, потому она так это самое у меня прямо растет.
Видишь, какие. Они такие, слушайте-ка, у вас кустики сидят прям плотненько. Да, вкусные. Посмотрите, какое расстояние между кустиками. А перчики такие махонькие. Вот Посмотрите, вот они, маленькие, совсем вот маленькие. маленькие, я говорю, То есть поздно. вы поздно посадили или Не что знаю, это у даже вас? я ее раньше посадила. Мгм. Ой, Очень вот маленькие. какие, очень маленькие. Ну, они там у нас в Якутии сильно большие не бывает, но больше этого бывает. Я Ну, её, больше, конечно, да. опять же парширую, опять же кушаем. Мгм. То есть на зиму вы делаете заготовки, да, на фаршированный зиму, перец? да. Ее просто заморозил, все. Мгм. Парширую и заморозил. У вас вот в этих двух грядках перец, да? Нет, один вот этот. Вот здесь перец, Вот. а в той там, грядочке? там морковь. Она у вас прям в грядке сидит, в такой, да, в теплой? Да, в грядке. Там прямо в земле Нет, сидит, здесь у вас грядки. свекла или что тут у вас Здесь было? уже все съели. Так, то есть вы уже урожай собрали. Собрали. Помидор мы тоже съели, потому Понятно, что то есть- заморозков очень много было заморозки. Мгм. Все мы перешли. Так что вот сейчас... А какой сорт вы сажали помидоров? Помидоры я сибирский скороспелка посадила, Мгм. перемога посадила. Вот всякие разные. А как вы вот этот сорт можете охарактеризовать? Ну, сибирская скороспелка, они очень хорошие, Мгм. большие вот. Ага. И Ну, вот здесь вот перемога еще тоже там растут. большой Мгм. был, но мы взяли, съели. Сейчас, видишь, остаток там Мгм. краснеет, там Мгм. некоторые растут, некоторые, может, не растут, не Мгм. знаю. Ну, даже. то есть делаем вывод, друзья дорогие, что вот этот именно сорт, ну, к нам, вот Да. именно вот к такому климату Якутия. не очень подходит, да? Потому при- что боится морозы, довольно-таки небольшие заморозки, и все. Ага. И вот, пожалуйста, вот листья у нас все пожухли. Да. Мгм. Видите, конечно, сколько- Сибирский скороспел. Сибирский Да, скороспелка. либо мы берем этот сибирский скороспел, но сажаем пораньше. Да. А в какое время вы посадили свои помидоры? Ой, мы помидоры где-то в марте середине Мгм. рассады сделала. Мгм. Я ничего не купила. Нет, а это в всё грунт, рассаду в сама грунт делаю. когда посадили? В грунт посадила в июле в начале. Опять же холодно было. М, Прямо ветер был. в июне. Невозможно здесь это. Ну, конечно, за 2 месяца-то они не смогли даже и набраться сил. Ну, все равно Таких росли вот. нормально. Мгм. Ну, просто, видишь, как Ну, вот главное, остатки. что урожай вы сняли. Да, урожай, главное, мы сняли. И вот это остатки. Ну, Мгм. остатки, что с ним делать, я посмотрю. Замораживаете или Нет, консервация? я их салат делаю, зимний салат. Там То есть вы помидоры, консервируете? Да, консервирую. Земля не очень, наверное. Это в смысле вы рассказываете про морковку? Про морковку вот здесь Мгм. на грядке. Мгм. А там у меня хорошо растет. Вот здесь на грядках. То есть вот Ага. Сколько вы воды? как бы экспериментируете, да? Да, Что-то да. сажаете в грядку, а Да, что-то да. сажаете прямо Да. в землю, в Да. грунт. Вон они какие. Ну, морковка такая у вас хорошенькая, симпатичная Вот такая. такая. То я бы сказала. Стройненькая. Да. Но вы считаете Ага. все-таки недовольны, что вот она Да, какая-то у вас не да, такая. да, да. Ну, друзья мои, у некоторых бывает гораздо скромнее урожай. Но вот наша героиня да? почему-то недовольна. А я бы была довольна. Я была бы счастлива, если бы у Да? меня такая морковь была. А. Да. Ну, я это самое, на следующий год тоже навоз коровье куплю и здесь тоже все сделаю. Так что у меня все будет хорошо. Пойдем сорвем там, Там хорошо. где в земле вот эта морковка Хорошо, растет. хорошо. И сравним, какой Да, же да. урожай. Вот, это грядочный. Грядочные. Мы сейчас экспериментируем. Эта морковка у нас выросла в грядке. Мы сейчас сорвем ту морковку, которая растет, вот нынче Да. росла в земле. Да. И насколько каждый экземпляр хорош. Ну Да. и потом, когда вы будете сажать сами, вы уже можете воспользоваться советами нашей огородницы. Вот Мгм. она моя морковка. Ну, я думаю, Мгм. здесь лучше были. Ну, может, лучше были. Мы все взяли, съели, наверное. Ну давайте попробуем. Сейчас Сравним. сравним, посмотрим. Ну, то не сильно уж такой большой, Но никак не уступает да? там, где грядка. Не уступает, да. Да. Грядку не уступает. Грядочным. Честно говоря, плохо поливали. От Мгм. полива здорово Ну, в зависит. принципе, да, в принципе. Вот Ага. какой вывод можете сделать? Я думаю, Что в грядке, что здесь, Да. в открытом грунте, скажем так, ну, в земле, да? да. Значит,
пахнет. Но, Есть разница или нет? ну, я думаю, там хуже, но ничего хужего нету на грядке. Они одинаковые. Ну, Одинаковые, есть да? большие были, мы на выставке увезли. А, Здесь понятно. мы, Ну, то есть вы ага, ведете крупные. активную выставочную Ага. такую работу. У Да. нас очень многие огородники, кстати, те, которые занимаются очень серьезно огородом и любят это дело, многие занимаются различными выставками, проводят открытые мастер-классы, там, ну и так далее. Этим же самым занимается и наша героиня. Так что, друзья дорогие, если вам интересен опыт нашей героини, звоните нам, пишите, мы контактами поделимся и приедете и поучитесь у опытной огородницы, как что сажать и как собирать неплохие урожаи.